Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Чего вы совсем не видите, чего не замечаете. Заглядите, пожалуйста, на себя. Давайте посмотрим, на какую правду откроет вам глаза песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе. Вот это поворот. Ключ. Ключ. Утка. Мужчина. Умоляющий мужчина. Ой, как интересно. Ну, мои хорошие, не забываем, да, что у нас отсыпка общая. Чужого не берите, свое не пропускайте. Здесь много разных отдельных фрагментов. Сейчас я вам буду просто перечислять то, что я вижу. Хочу начать именно с ключа из вот этого прекрасного лебедя. Знаете, это как в этой сказке, да, про гадкого утенка. Вы к себе относитесь как к гадкому утенку. Вы себя недооцениваете. Вы не видите своей красоты, своей ценности, своего превосходства. Да, именно превосходство. И не спорьте. Вы какой-то невероятный человек, умопомрачительный человек. Вы настолько ценны в этом мире для высших сил, для людей, которые проживают рядом с вами. Вы просто себе этого не представляете. К себе очень пренебрежительно относитесь, о себе не заботитесь, себя не любите, себя не уважаете. Всегда какие-то, знаете, как задворки себя высылаете, да, и все. И все, так нельзя. Слушайте, ну вы прекрасный лебедь, ну что ж вы делаете? Ну прям песок кричит, видите, стрела, не стрела, а стрелка, да, показывает тебе не влево, тебе вправо, ты ценный человек. Вот твой ключ к будущему, он у тебя в руках. Просто возьми вот так, протри глаза и посмотри, кто ты есть. Ты и есть ключ, который открывает все двери, ко всем желаниям, во все сердца, во все дома, ко всем возможностям. Ну, слушайте, ну вот правда, это не я, это песок, это высшие силы водят моими руками, показывают вам эти знаки. Но вот смотрите, вот он ключ, вот он лебедь, смотрите, какая шея, ой, какая красота. И вот она большая стрелка, стрелка слева направо показывает, на ключ показывает, на лебедя показывает. Ну, мои хорошие, я, конечно, все понимаю, все в жизни бывает, но так к себе относиться нельзя. Вы невероятный человек, вы сами себя недооцениваете, а ваши недоброжелатели и ваши враги этим пользуются. Понимаете? Все, хватит, вы очень ценный человек. Начинайте с сегодняшнего дня себя любить, собой заниматься, себя баловать. И вы удивитесь, вы очень удивитесь в самое короткое время, как вам будет отвечать Вселенная. Вы незамедлительно почувствуете, как все будет меняться вокруг, да и вы начнете меняться. Разрешите себе себя увидеть вот этим прекрасным лебедем. Если вы давно тут ходите, думаете, что мне жизнь такая тяжелая, что мне так не везет, что происходит, а почему высшие силы меня так не любят, вот вам разгадка. Начните с себя, вас все любят, вас все обожают, вы невероятная, вы потрясающий. Но вот это отношение к себе самому, к себе самой, всю эту какую и сотворяет. Начните, пожалуйста, себя, начните себя баловать, начните себя уважать, любить, ценить. Себя вперед, не назад, вперед. Все поменяется.
Все поменяется просто вот в один момент поменяется. Вы и есть ключ ко всем своим желаниям, ко всем своим хотелкам. Просто вы еще это не поняли. Но обязательно поймете. Вы пришли на цыпочку, вам подсказали здесь, подскажут и в другом месте. Вам постоянно будут присылать знаки. Вам их так посылают, постоянно посылают. Просто вы их еще не научились читать, либо никак не готовы в это поверить, что вы уникальны, что вы особенны. Кстати, я даже больше скажу. Ключевая роль уготована вам в жизни. Ключевая роль. Не просто так на свет появились, не просто так живете. Вы ключевой человек, особый, особенный. Вот. Примите это. Это правда, это истина. Так, еще чего не видите? Не видите вы людей, которые к вам тянутся, которые хотят быть рядом с вами, не знаю, дружить, сотрудничать, общаться, быть в семье. По крайней мере, вот 2 человечка очень к вам тянутся. И люди такие настоящие, чистые, добрые, открытые. Кстати, на вас очень похожие. А вы их пока не замечаете. Не замечаете этих стремлений, не замечаете желаний. Да? Желаний ближе к вам быть. Может быть, вы действительно как отшельник живете в аскезах. Редко куда выходите, редко где бываете. И во многом себе отказываете. А эти люди прям ждут, пока же вы позволите, да, хоть приблизиться к вам. Хорошие люди, как новые друзья, либо новые родственники. И так может отыграться. 2 человека сразу. Так, еще показывают острый момент. А вы, так знаете, на этот острый момент как спиной пятитесь, да? Нет бы идти, как все люди, вперед смотреть, а вы почему-то спиной пятитесь. А я знаю, почему пятитесь. Потому что вы в это время кому-то помогаете. Да? Как обычно, для всех делаю, а для себя, вернее, на себя забиваю. Слушайте, прям острый момент у вас идет. Острый момент. А что это может быть? Запущенное дело, запущенная ситуация. То есть вы пока другим помогали, свои дела запустили, а теперь острый момент у вас образуется. Это хорошо, что он небольшой, да? Видите, острый момент небольшой. Но тем не менее, вам это тоже очень важный сигнальчик, что нужно все-таки жить для себя и работать на себя, и больше заниматься собой, своими делами, своими проблемами. Для вас это будет неожиданностью, но поучительной неожиданностью. Кстати, да, эта ситуация очень многое в вашей жизни поменяет. Так и скажете: ой, а чем это я занимаюсь? А почему я свою жизнь запустила? Почему дожилась до этих острых моментов? Во благо. Смотрите, несмотря на то, что острый момент, но он во благо вам идет. Так, с левой стороны, смотрите, это кто-то нехороший, пытается бежать, выбежать, отбежать. Луна. А что-то вы такое делаете, чем-то вы таким занимаетесь. Кто-то магичит, кто-то обряды проводит, кто-то молитвы читает. Но смотрите, Луна в ваших руках отпугивает какого-то человека, который прям в панике, в истерике пытается от вас как можно дальше отбежать. А я думаю так, на вас был насыл негативный. Вы сейчас молитесь, вы сейчас чиститесь, вы сейчас ритуалы проводите, да, и запускаете обратные процессы. И человек бежит от вас, бежит, как черт от ладана. Поверьте, так оно отыграется. Выйдите завтра, да, на улицу, либо на работу придете, либо с родственниками свяжетесь, а один пропал. А один из коллег, родственников, не знаю, соседей, приятелей раз и пропал. А вы такая: а где? А нет, убежал, пропал. Человек просто не вынесет этой обратки, и прям эта обратка его вынесет, да, вынесет из вашей жизни. Он не вынесет обратку, а обратка его вынесет. Так. Слушайте, какая же вы умница, либо какой же вы молодец, если мужчина смотрит меня. А вы-то делаете, вы ни на что не надеетесь, да? Вы делаете, потому что так интуиция подсказывает, потому что добрый человек вам подсказал: сделай так, да? Так поступи, такую молитву прочитай. А вы думаете: что, сделаю, а почему нет, да, не убудет. И такой потрясающий результат. Смотрите, бежит, без оглядки бежит, подальше от вас. Да, потому что обратку получает. Так. Смотрите, сами того не ведаете, от врага избавляетесь. Замечательно, шикарно. Так, еще. Вы не видите
какую-то возможность, которую вы вот прям, ну, буквально всю жизнь искали. Да, вы все разные, у каждого своя была мечта. Кто-то хотел найти возможность открыть бизнес, кто-то хотел найти возможность стать известным, популярным, кто-то хотел найти возможность стать счастливым человеком, богатым человеком. Да? У каждого свое. А у вас эта возможность, видите, в виде бриллианта прямо перед глазами. Даже не на земле лежит. Вот прямо перед глазами у вас зависла, а вы направо, налево, вперед, вверх, а не видите, не видите. А добрый человек вам скажет: смотри, вот оно твое, да, вот твоя мечта, вот твоя возможность. А вы аж ахнете, скажете: ну надо ж, ну как же так, как же так. А этого доброго человека любящая душа пришлет. Любящая душа. Вот есть душа рядом с вами, человека, который вас при жизни очень сильно любил и до сих пор любит и никогда не разлюбит. И вот душа периодически, знаете, как разрешение получает, да, покинуть тот свет и прийти в наш свет, чтобы вам помочь, чтобы на вас посмотреть, полюбоваться. Понимаете, знает душа, что вам помощь нужна, знает, что вы по жизни вот одинокий человек идете, когда довериться некому, голову прислонить некому. И вот постоянно вас эта душа посещает. Вы спите, она рядом с вами, по голове вас гладит, по руке вас гладит. Вот. Ну, понятно, что кто почувствительнее, он это знает, он чувствует, он все чувствует. Да, вы чувствуете, не думайте, вы не сходите с ума, да, любящая душа рядом. Ну, а кто менее чувствительный, может быть, вы так чисто психологически настроены, да. Нас же ведь в свое время учили, что это все не настоящее, этого не существует, там загробный мир — это фу-фу-фу, это ересь какая-то. Да, да, и многие вот с детства им внушили, они в это верят. Несмотря ни на что, никак не могут разувериться в этом. Но вот вижу рядом любящую душу. Вот доброму человечку шепнет, да, к вам подтолкнет этого доброго человечка. А добрый человек вам и глаза откроет. Да, тут такая неожиданность будет, тут такой шок у вас, потрясение будет. Скажите: как же так? Как же так? А я этого ведь не видела. Ну надо же. Ну главное, что рассмотрите, это бриллиантик. Не обработанный, не обрамленный. То есть вам еще придется поработать над этим. Но возможность она уже есть. И вот она перед вами. Так, еще вы не видите, что вас кто-то обманывает. Причем обманывает, люто обманывает. У кого-то отыграется, что вами пользуются. Ну вот, в чистом виде пользуются. А у кого-то, что вас действительно, ну как, обманывают, обворовывают. Ладно, не буду это говорить. В общем, вы поняли. Да? Кто понял, тот понял. В общем, очень нехорошие вещи человек делает. И делает это с такой милой улыбкой на губах. С такими добрыми глазами. Еще, возможно, при этом вам еще рассказывают, что вот мы же друзья, мы же родственники, мы же одна семья. А на самом деле фу-фу-фу, очень плохой поступок. Невероятно. Нет, это не просто плохой поступок, это постоянное плохое действие, направленное против вас. То есть вам-то плохо, вы теряете, а тому человеку хорошо, он приобретает, он обретает, да, он выгоду свою имеет. Ну, извините, как говорится, вас имеет, да? И причем как хочет, и когда хочет. Обман-то раскроется, причем раскроется самым случайным образом. Не спрашивайте, каким не показали, но показали вашу реакцию. Вы просто взорветесь так, что вот эти все вулканы, да, самые большие и страшные, они просто там молча в сторонке отдыхают, курят, рыдают. Что-то будет страшное, вас будет не остановить. Вы так этого человека отчехвостите. Ой, об этом будут легенды люди слагать. Ну, кто рядом будет? Да, вас, кстати, нельзя дразнить. Вы так с виду спокойный человек, но если довести, а если еще и накопилось, а если еще и близким, да. Плохо этому человеку придется. Но зато это будет и воспитательный момент, и плюс все те, кто будут об этом знать, вот поймут, что с вами не стоит играть, вас не стоит обманывать, иначе будет прям: ой, как плохо. Угу. Да. У всех сразу, знаете, желание таких лихих людей, желание отпадет вас обманывать, либо вами пользоваться.
Ну вот, да, бывает. К сожалению, так иногда бывает. Люди доброту почему-то путают с глупостью. А ведь это совершенно разные вещи. Да. Вы добры с теми, кто добры с вами. И да, вы доверяете, но если ваше доверие потерять, то потом уже это все не вернуть, не восстановить. Никогда и никому. Так, еще интересный момент. Вижу, что рыбу большую тянете. Тяжело она вам, конечно, дается. Рядом человек стоит, говорит, да брось ты эту большую, бери маленькую. А вы такая, нет, я только большую рыбу хочу, да, мне только большая рыба интересна. Слушайте, ну тяжело придется. Чтобы заработать большие деньги, либо получить большую сумму, придется напрячься. Прям целиком и полностью. Вот так, чтобы прям все, каждая мышца напряглась. И помогать. То ли вы не хотите, чтобы вам кто-то помогал, то ли именно в этом деле помощь вам и не нужна. Придется самостоятельно обходиться. Но вы все делаете правильно. Эта рыба, она прям покроет все и сразу, все ваши там усилия, затраты, расходы, там, долги, кредиты. Вы ее вытащите, но на это время уйдет. Да, придется над этим поработать. И я даже вам скажу, сколько, где-то полгода. Не меньше, чем полгода. Может быть, там 6 месяцев, 7 месяцев. Но вот мне идет, что полгода, половинка. Половинка от целого. Но это полгода. Не полмесяца, полгода именно. Потому что тяжело вам придется тащить эту рыбу. Тяжело, но вы ее вытащите. Ну, рыба что? Это большие деньги. Это большая сумма. Кстати, у кого-то еще так отыграется, что надо собирать за полгода большую сумму. Чтобы вот разом покрыть все свои потребности, да, либо закрыть все свои обязательства. И покрыть, и закрыть. И так тоже может быть. Кто сейчас себе поставил цель насобирать, заработать денег, у вас все получится. Кто сегодня не работает, ничего не имеет, и в холодильнике мышь повесилась, вот поверьте, за полгода у вас все будет. Но вы четко показали, половинка от целого, полгода. Полгода. Тяжело, но по силам, прям по силам вам, вы справитесь, с собой будете довольны и горды. То, что вы начнете, либо уже начали, это ваше. Это ваше, и все у вас будет. Обязательно будет. Так, птица без крыльев. Но это про вас. Вернее, про ваше желание с кем-то связаться. Вам очень хочется с кем-то общаться, либо с кем-то конкретным связаться. А не делаете, да, вам может быть некомфортно, может быть как-то неудобно, да, скажете, ну вот чего я первая буду писать, да, что человек обо мне подумает, скажет, что я напрашиваюсь, навязываюсь. И вот как сами себе не разрешаете, как стесняетесь этого момента. А я вам вот что скажу, а человек ждет, ой, как ждет, аж, знаете, плачет, ждет, от вас весточку ждет. Вот, так что не надо бояться, не надо стесняться, возьмите и сделайте. Вы точно не пожалеете. Да, не пожалеете. Так, в левой стороне мужчина, который перед вами страшно виноват. Страшный. Что это он такое сделал? Либо наоборот не сделал в свое время. Но прям свою вину чувствует, он шапку перед вами будет ломать. Прям так ему плохо, нет ему покоя, понимаете? Вот не может он в себя прийти, не может он расслабиться, не может жить нормальной жизнью, потому что вину чувствует перед вами. Вину. Угу. Вы на него смотрите и думаете, что у него все хорошо, да, что он там не думает, не вспоминает, живет свою жизнь, в свое удовольствие, а все не так. Абсолютно не так. Во-первых, у него очень усталый вид. Он такой весь измученный, замученный, потому что совесть покоя не дает. Совесть покоя не дает. Слушайте, девчонки, ну вот придет. Мужчина, кстати, вас тоже касается. Да, может быть, это мужчина вас обидел тоже. Может быть, какой-то друг, компаньон по бизнесу, может быть, работодатель. Придет, будет шапку ломать, прощения у вас просить. Да, вот тогда все и скажете. Ну, либо послушаете причину, да, почему человек с вами так поступил. И так может отыграться. Придет, обязательно придет. Кстати, будет ползти на змее. Может быть, придет сразу, не скажет,
не попросит прощения, будет смотреть, присматриваться. Как поймет, что вы в хорошем расположении духа, вот тогда свою шарманочку и включит. Ой, простите, ой, извините, ой, был виноват. Вот скажите, что прощаете, да, а то жить не могу спокойно, радоваться жизни не могу. Да. А у кого-то, кстати, из женщин по змее, да, то, что на змее идет, возможно, мужчина, который в свое время к другой женщине переметнулся, вот, вкусил там все прелести жизни, вернее, выкусил, и вот теперь к вам назад. А, пусти, ай, был неправ, ай, виноват, ай, загубил свою жизнь. Ну, в общем, девчонки, наслушайтесь. Наслушайтесь, еще все услышите, все узнаете. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.